Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на проспекте Победы. Максимально сколько мог срулить. Я даже на тормоза не нажимал, просто вырулил. Водитель «Фольксвагена», не тормозя, въехал в стоящие автомобили. Последний заплыв. В один момент при прыжке в воду они заметили то, что он нырнул и не всплывает. 17-летний молодой человек скончался во время плавания в бассейне. Травмы, несовместимые с жизнью. Не справился с рулевым управлением, выехал на обочину. Водитель «Лады» погиб, слетев в кювет. Это и не только. Прямо сейчас. Протаранил стоящие машины водитель «Фольксвагена Джетта» на проспекте Победы. Водители двух столкнувшихся до этого автомобилей «Лады» и «Киа» оформляли документы о происшествии. Как в стоящую сзади «Лады» на полном ходу, не тормозя, врезалась иномарка. Отечественный автомобиль от мощного удара отбросило на другие машины, которые объезжали место аварии. Рамиль Шайдуллин с деталями происшествия. Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Чтобы не допустить возгорания, они оперативно отключили аккумуляторы у пострадавших автомобилей. По предварительной версии, все началось с аварии, которая произошла на этом участке дороги часом ранее. Водители «Лады Калина» и «Киа Рио» столкнулись друг с другом и уже оформляли ДТП. Водитель «Фольксвагена» не заметил стоящие автомобили и уже на полном ходу, даже не пытаясь затормозить, врезался в «Ладу». Я не знаю, не видел ни аварийного знака, была авария, ГАИ приехала, уехала. Ни аварийного знака, машина вот Калина стояла, я в нее стоячо выехал, потому что ни аварийного знака, ничего не было. Передо мной, видимо, машина ехала, я вот максимально сколько мог срулить, я даже на тормоза не нажимал, просто вырулил. После сильного удара «Ладу» отбросила в «Киа Рио», объезжавшую стоящие машины слева. О причинах ДТП хозяйка хэтчбека отозвалась весьма эмоционально. Отбросила вот эту машину на меня, и я тормознула, и то не успела. Веся. Вот этот придурок, я больше никак не могу назвать товарища. Тут аварийный знак вообще видели? Нет, говорит, что не было что-то аварийного знака. Но если я увидела и перестроилась на другую дорогу, значит, она была, если нормально ехать, была видна. В аварии пострадала трехлетняя пассажирка «Фольксвагена». Девочка получила ушиб теменной области. Если страховка не покроет ущерба всем автомобилям, то доплачивать разницу виновнику аварии, вероятно, придется самому. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Вортекс Тинго и Рено Логан столкнулись на улице Тетцевская. Удар пришелся в заднюю часть французской иномарки. Серьезно досталось и кроссоверу. Автомобиль получил значительные повреждения и покинул место происшествия с помощью эвакуатора. Комментировать произошедшее никто из водителей не пожелал. В результате ДТП 30-летняя женщина-водитель Рено получила ушиб и растяжение поясничного отдела, ушиб левого плеча. 29-летняя пассажирка этой же автомашины получила ушиб и растяжение поясничной области. Погиб, вылетев с дороги, 41-летний водитель «Лады» 9-й модели в Нижнекамском районе. Разбитый автомобиль в кювете на автодороге Нижнекамск-Чистополь у села Большое Афанасово увидели проезжающие автомобилисты и позвонили на единый телефон вызов экстренных служб 112. Спасатели извлекли из салона тело мужчины. Помощь медиков ему была уже не нужна. Айрат Назипов продолжит. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и несколько раз перевернулся. Основной удар пришелся на переднюю часть и крышу. Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, молодой человек 1978 года рождения, по непонятным причинам не справился с рулевым управлением, выехал на обочину и совершил опрокидывание в кювет. Что произошло и в чем причина произошедшего, сейчас выясняют следователи и сотрудники автоинспекции. Им также предстоит установить, в каком состоянии находился водитель и с какой скоростью двигался автомобиль. Дорожное покрытие в этом месте оставляет желать лучшего. Водители постоянно объезжают ямы на дорожном полотне. Сыграла ли эту свою роль в случившемся, также будет установлено в ходе следствия. Айрат Назипов, Алсу Арсланов, Максим Липин. Вызов 112. Последний заплыв в набережно-Челнинском бассейне прямо во время купания скончался 17-летний молодой человек. Он хорошо плавал, медицинская справка, допускающая его к таким тренировкам, у него была. В какой-то момент молодой человек не вынырнул из воды, это заметил инструктор. Но спасти его уже не смогли. Александра Севастьянова узнала все версии случившегося. Этот бассейн юноша посетил впервые накануне. До этого занимался в другом месте. Парень увлекался плаванием и бодибилдингом. Более того, его отец был тренером по плаванию. Необходимая для посещения медсправка у молодого человека имелась. В бассейне он был не один. Помимо 15 посетителей работали медсестра и инструкторы. Продолжительное время он нырял, находился в бассейне, плавал и в один момент при прыжке в воду
они заметили то, что он нырнул и не всплывает. После чего незамедлительно его достали со дна, увидели то, что он находится в бессознательном состоянии, и были проведены медицинские мероприятия. Но реанимация не принесла результата. Врачи констатировали смерть. В колледже, в котором юноша учился на 2-м курсе, не могут поверить в случившееся. Педагоги, а студенты отзываются только с положительной стороны. По их словам, он вел активный и здоровый образ жизни. Недавно мы ходили в поход. У нас был самый главный костровой. Замечательно. Ребенок просто замечательный. Мы просто в шоке сегодня все, потому что пришел его друг в учебную часть и сообщил, что вот они вчера вечером были в бассейне, и вот случилась эта неожиданность. Предполагается, что оборвался тромб, в сердце попал сразу, и ребенок скоропостижно скончался. По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело погибшего направлено на экспертизу, по результатам которой и будет принято процессуальное решение. Александра Севастьянова, вызов 112. В палате Зеленодольского психоневрологического интерната было найдено тело пенсионерки. 79-летнюю женщину нашли задушенной и с повреждениями глазниц в собственной кровати. В совершении преступления подозревается 71-летняя соседка потерпевшей по палате. В течение последних 5 лет женщина считалась невменяемой, при этом причастность к совершению преступления она признала. По версии следствия, все произошло ночью, когда санитары уложили женщин спать. Причину произошедшего подозреваемая не указала. В ближайшее время ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня днем на пересечении улиц Центрально-Мариупольской и Беломорской столкнулись «Шкода Фабия» и «Лада» 14 модели. От сильного удара дорожный знак, на который отбросил отечественный автомобиль, вырвало с корнем. Алла Рыкова с места происшествия. Оттуда ехал у меня, зеленый замигал, я повернул. «Шкода Фабия» ехала по улице Беломорская. На перекрестке водитель собрался повернуть, но маневр, по собственному признанию, начал на мигающий зеленый свет. В это время навстречу ему выехала «Лада», водитель которой такого, видимо, не ожидал. Там остановилась-то на первой полосе машина, а я эту не заметил, то на скорости, оказывается. И такой сильный удар? Да, такой удар получился. И не пострадали сами? Нет, чуть-чуть коленка вот. А так нормально сейчас. «Ладу» от удара отбросила в дорожный знак. Вблизи оживленный пешеходный переход и автобусная остановка. К счастью, из очевидцев никто не пострадал. Удар был такой силы, что знак вырвало из земли с корнем. Водитель, который находился в машине один, пребывал в состоянии шока. Сами не пострадали? Так, немножко. А скорая была? Нет, я не вызывал. Водитель «Шкоды» вину свою признал. Прибывшие на место автоинспекторы составили протокол. Пострадавшие машины остались дожидаться прибытия эвакуатора. Снесенный дорожный знак предстоит восстанавливать виновнику ДТП. Алла Рыкова, Азат Самигуллин, вызов 112. Отвлекся на мгновение, спровоцировал аварию. Сегодня на проспекте Ибрагимова по принципу домино столкнулось 3 автомобиля. В остановившихся на красный свет светофора Peugeot и Daewoo Nexio въехала Kia Rio. Больше всего пострадала узбекская иномарка. Ее буквально зажало между машинами. К счастью, серьезных травм никто не получил. Он, говорит, перестраивался, упустил из виду на мгновение и все. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.